Первый вопрос на повестке – незаконное хранение незарегистрированного огнестрельного оружия. Представители правопорядка напоминают, что если у вас дома хранится оружие, то согласно 110-му постановлению правительства республики, его можно сдать и получить за это денежное вознаграждение. За 5 месяцев 2024 года, то есть текущего года, в территориальных органах на районном уровне зарегистрировано 105 фактов изъятия и незаконного оборота оружия, боеприпасы и взрывчатых веществ. По всем материалам возбуждены уголовные дела. Из-за того, что просто-напросто вот эта информация доводится до населения, в том числе в прошлом году мы в Сурхахах были, и в других населенных информация доводится, но однако люди продолжают хранить дома у себя оружие, боеприпасы, взрывные вещества и так далее. Мы понимаем, да, рано или поздно происходит выстрел и погибает человек. Новости о ДТП на дорогах республики всплывают регулярно. Агрессивное вождение, лихачество и привычные всем злостные нарушения, выезд на встречную полосу, несоблюдение скоростного режима, тонировка, отсутствие или подложные госномера приводят к самым страшным последствиям. Конечно, благодаря повышению самосознания граждан, а также непрерывной работе инспекторов, статистика аварийности в текущем году идет на спад. Но поводов для радости все же мало. Сахка 31 сагвану ДТП. Ошара 18 уже борится. Почти в 2 раза меньше. Цифры. Ранено бы Сахк 119, Ошара 98 сагван. Хоть регион ждал сам. К примеру, затонированные транспортные средства. Самошенич, одет уже пленку. Видимость, самошенич, видимость на 50%. На 70%. Аллахлос. Даггар каждый водитель, каждая машина является лила, век изместил духа гаияц, экипаж яц, нахбац. Мы чахаешь нарушение же каждый божий день достойное нарушение выявлять душ. И далее обсудили нарушение общественного порядка. Правоохранители и представители общественности едины во мнении, что действовать нужно сообща, не делая поблажек тем, кто приступает закон. Актуальной все еще остается и проблема наркомании. Лучший способ профилактики изменения ситуации через формирование у местных жителей нетерпимости к любым психотропным веществам, считают собравшиеся. Это очередное мероприятие, которое мы проводим в каждом населенном пункте республики. Это по инициативе общественного совета и по указу министра МВД по республике Ингушетия создана рабочая группа, где мы проводим такие именно мероприятия. Естественно, эффект какой? Если мы спасем хоть одного человека от наркомании, от дорожно-транспортного происшествия, я считаю, что это очень положительный результат. Потому что мы действительно знаем, что у нас творится на дорогах. Мы знаем, как мы теряем подрастающее поколение, связанное с наркотиками. В рамках встречи были обсуждены все вопросы, озвучены конкретные предложения по улучшению ситуации и согласованы меры по их реализации. Встречи общественного совета при МВД с сотрудниками министерства и местной администрации проходят во всех муниципалитетах республики. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.